Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В конце года состоялась премьера якутского фильма «Не хороните меня без Ивана». Фильм вышел в ограниченный прокат по России. Прокатом занимается московская компания Reflection Films. Фильм до премьеры был показан в Москве на фестивале «Зимний» и получил гран-при конкурса. После этого были и другие фестивали. Обо всем этом мы поговорим с гостьей в студии Любовью Борисовой, продюсером, режиссером фильма «Не хороните меня без Ивана». Любовь Пантелеймоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Премьера фильма состоялась в Москве. Как это было? Это было в начале декабря. Фестиваль авторского кино «Зимний». Как это было? Премьера прошла хорошо, был полный зал, половина якутян. По-моему, даже два показа было. Отзывы были очень хорошие. И мы даже не ожидали, что получим гран-при. Параллельно с нами еще в конкурсе участвовала картина Степана Барнашова «Айта», которая, кстати, скоро выйдет в прокат. И они получили 2 приза до нас. Лучшая мужская роль Иннокентий Луковцев и лучшая режиссура Степан Барнашов. И мы уже думали, ну все, там, нам ничего не дали. И вдруг в последний момент сказали гран-при тоже якутяне. И это было шокирующе. А как зародилась идея создания фильма «Не хороните меня без Ивана»? Это сюжет основан на реальных событиях. Это начало 20 века. Жил у нас такой татинский художник Иван Васильевич Попов, русский. Он основоположник изобразительного искусства, считается, в нашей республике. И он также был этнографом, фотографировал сам. Его фотографии можете видеть в интернете, этнографические, очень много. И также он собирал экспонаты для музеев по заказу коллекционеров Евгения Александера, там, для Санкт-Петербурга, для Германии. И таким образом его коллекции сейчас хранятся в иностранных музеях в очень хорошей сохранности, якутские коллекции. Про это мы решили снять фильм. А завязка истории, тоже реальная история, как якут Степан Бересеков впадал в летаргический сон и очнулся в гробу. И выяснил его диагноз только Иван Попов. И поэтому после этого Бересеков всем говорил, что если я в следующий раз помру, без Ивана меня не хоронить. Поэтому такое название фильма. А чем заинтересовал вас сюжет? Как вы увидели, что это можно снять фильм? Я читала лет 10 назад в интернете пост про это и с фотографиями. С фотографиями Бересекова. Он еще и был фотомоделью. Несколько раз он предстает в разных образах, менял одежду и специально позировал для Попова. То есть они были друзьями. И я прочитала этот пост, запомнила его лицо, и потом года 3 или 4 назад я была с показами в селе Ой, Немигинцы, и там подошел один человек фотографироваться, и это оказался наш Александр Чичахов, который был один в один полная копия нашего Бересекова. По фотографии я его узнала и сразу вспомнила эту историю и решила, что надо снимать. А как актер, он согласился, ведь у него вообще опыта актерского не было, да? Он актер Народного театра, и его порекомендовал тоже наш коллега, режиссер Прокопий Романович Наговицын. Сказал, вот, посмотрите, его давно пора снимать в кино. И потом я его утвердила, спросила, ты готов сыграть в кино? Он сказал, да. А как идет прокат фильма? Нормально. Старт был такой вялый из-за новогодних каникул. Там у нас были серьезные конкуренты в виде «Аватара», потом «Чебурашки». До сих пор идет в прокате и нормально. А какие фестивали посетились с фильмом и каковы итоги? Уже за короткий промежуток мы уже
достаточно фестивалей участвовали. Итоги хорошие, везде призы, спецпризы. Самые отдаленные фестивали у нас были в Иране. Фестиваль Фаджр, по-моему, называется. И в Индии город Мумбай, это фестиваль стран ШОС называется. Там тоже специальный приз жюри дали. Это считается очень почетным специальным приз жюри. Так, где еще было-то? В Казахстане было фестиваль Евразия, на Чукотке. Недавно наш актер Александр Титяхов побывал в Уфе, в Башкирии. Тоже куча призов привез. Так что фестиваль продолжается. А есть ли уже какие-то приглашения на другие фестивали? Буквально на днях мы летим на фестиваль «Дух огня», это Ханты-Мансийск. Там больше деловая часть будет, будем участвовать в дискуссии там, про этнокино, по-моему. А можно ли спрогнозировать фестивальный успех фильма? Это всегда очень сложно, как просто гадание. Никогда не угадаешь. Какие-то наметки могут появиться, когда уже отсматриваешь готовый фильм и думаешь, это уже работа продюсеров, которые думают, так, выстраивают стратегию, фестивальную стратегию называется. Этот фильм подойдет для этого фестиваля или для того фестиваля. Пока фильм не будет готов, это непонятно. А от чего зависит успешность кинокартины? Какие составляющие обязательны? Опять же, это творчество, поэтому так не просчитаешь. Самое главное – это сценарий, основа, как фундамент дома. В доме же все важно, да, и отделка, и розетки. Тем не менее, основа основ – это фундамент, это сценарий. А потом уже все остальное. То есть какая-то история, да? Если у тебя супер крутая команда, там техника, все качественно, но сценарий плохой, все развалится. А если сценарий крепкий, тоже можно испортить, конечно, но шансов больше. Каждый ли фильм для вас становится самым любимым? Или все-таки можете выделить какой-то? У меня авторских фильмов всего 2, поэтому особо не выбираю. А всегда ли фестивальный успех гарантирует успешный прокат и зрительское внимание? Нет, не всегда. Бывает хороший фестивальный успех, но тут в прокате не очень хорошо, или бывает наоборот. В прокате очень хорошо, но по фестивалям не очень. Это тоже лотерея. Ваше мнение о перспективах развития якутского кино, в каком направлении надо двигаться и на что нацеливаться? Главное не останавливаться, продолжать снимать, а уже в каком направлении, это решение режиссера, продюсера. Надо снимать много и часто, и разные. И все равно прогресс будет. То есть количество все равно переходит в качество. А в чем успешность якутских фильмов? Почему они так быстро обретают популярность по всему миру, можно сказать? Самое первое, когда о нас узнали, это была новизна. Что никто не знал, что есть Якутия, что есть якутское кино, а за новинками всегда гонится. А потом уже появилось тоже качество, сказали, якутское кино – это всегда хорошее кино. Стараемся держать марку. Это, наверное, культура самого нашего народа, да, что необычное мировоззрение, философия какая-то. И у нас бесконечные истории, можно копать и копать, снимать и снимать. Например, как наш фильм, да? Все на реальных событиях, но какое-то невероятное. А можно ли сказать, что якутский фильм, он уже состоялся, то есть существует? Да, все уже говорят, якутское кино – это знак качества и так далее, узнают. Везде, в любом фестивале приезжаешь и говорят, это якуты, респект. Так что, да, нам главное сейчас не сбавлять темпы, продолжать в том же духе и
Но все равно любое явление, оно имеет свойство заканчиваться. И наша задача продлить как можно дольше вот эту волну интереса. А какие фильмы можете отметить, других авторов, которые вышли недавно в прокат? Ну вот я упомянула фильм «Айта», который вот-вот на днях выйдет в прокат. Это очень такой крепкий психологический триллер Степана Барнашова. Очень хороший фильм. И я думаю, и зрительский успех у него будет, потому что, такой очень голливудский, можно сказать. В хорошем смысле слова. Держит напряжение и такой очень стильный. Даже не знаю, на что это похоже, но на фестивале «Зимний» его очень хвалили тоже. А каковы планы на будущее и можно ли уже о них говорить? Особо таких планов нет. Игровой фильм пока не буду снимать. В этом году буду снимать документалку. И у меня параллельно несколько проектов в Сахафильме. Веду как продюсирование, завершила сценарий и так далее. А к чему больше лежит душа? Все интересно. Хорошо, когда у тебя несколько направлений, специальностей, да, и можно перескакивать, потому что постоянно одним и тем заниматься тоже надоедает. Поэтому, когда надо, сценарий пишу, когда надо, монтирую. Для коллег имеется в виду. И получается, во многих проектах участвую. Это очень интересно и захватывающе. Любовь Пантелеймоновна, желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.